Глава 4. Смерть. Той ночью мы вернулись в дом. Когда увидели свет, Холмс и я тихо залезли в окно. Потом молча ждали в темной спальне. Мы ждали 3 часа и не двигались. Вдруг мы увидели свет и услышали какой-то звук из комнаты доктора Ройлота. Но ничего не произошло. Мы снова ждали в темноте. Потом раздался другой звук. Очень тихий звук. Холмс сразу же вскочил и силой ударил по веревке от колокольчика. «Видишь, Ватсон?» – закричал он. Но я ничего не видел. Раздался тихий свист. Мы оба посмотрели вверх на вентиляцию и вдруг услышали из соседней комнаты крик. Затем в доме снова стало тихо. «Что это значит?» – спросил я. Мой голос дрожал. «Все кончено», – ответил Холмс. «Идем». Мы вошли в комнату доктора Ройлота. Металлический ящик был открыт. Ройлот сидел на стуле. Вокруг его головы была странная пестрая лента. Он был мертв. Лента. Пестрая лента. Очень тихо сказал Холмс. Лента зашевелилась. «Осторожно, Ватсон! Это змея. Индийская змея. Ее яд убивает очень быстро!» – воскликнул Холмс. Ройлот умер мгновенно. Нужно положить змею обратно в ящик. Очень осторожно Холмс взял змею и бросил ее в металлический ящик. «Но как ты узнал о змее, Холмс?» – спросил я. Сначала, Ватсон, я решил, что это цыгане. Но потом понял. Я подумал, что, возможно, что-то пришло через вентиляцию и спустилось на кровать по веревке от колокольчика. Потом увидел молоко. А змеи пьют молоко. Доктору было легко раздобыть животных из Индии. А так как он был врачом, он знал, что яд этой змеи в мертвом теле обнаружить трудно. Поэтому каждую ночь он пускал змею
через вентиляцию. И она спускалась по веревке на кровать. Никто не должен был видеть змею, поэтому он свистом звал ее обратно. Звук падающего металла был от крышки металлического ящика, который был домом змеи. Возможно, змея много раз приползала через вентиляцию, прежде чем убила Джулию. Но в итоге она убила ее. И Элен тоже чуть не умерла из-за этой змеи. Но сегодня, когда я ударил змею на веревке, она разозлилась и вернулась обратно. И убила доктора. Мне не жаль. Скоро Элен Стоунер вышла замуж за своего молодого человека. Она постаралась забыть о страшных смертях сестры и отчима. Но она так и не смогла забыть пеструю ленту. Салам русский. Орус тилин үйрөнүүгө арналган эң мыкты тиркеме. Бул жакта ар түрлүү темаларга арналган разговорниктер, эң керектүү сөздөр жана грамматика бөлүмдөрү. Тиркеме толугу менен бекер жана толугу менен кыргыз тилинде. Тиркемени Play Market'тен салам деп издеп таап жүктөп ал да орус тилин телефон аркылуу үйрөн.